Открывая совещание, премьер-министр Александр Анкваб сообщил, что в сложившихся обстоятельствах острого дефицита в результате существенного роста потребления электроэнергии и ситуации в Джваском водохранилище вопрос электроснабжения является приоритетным. Александр Анкваб проинформировал участников совещания о том, что безвозмездное предоставление Абхазии лимита электроэнергии российской стороной стало возможным благодаря личному участию президента Аслана Бжани в решении проблемы. Вы же могли и не получить этот переток. Да, однозначно так? Могли не получить. Не получить, да? Могли получить на платной основе. Могли получить на платной основе. Это больше 2 миллиардов рублей, так? Точка была поставлена после последних переговоров президента страны, так? Да, совершенно. С руководством и Минэнерго, и с господином Новаком. И ситуация была непростая. И поэтому, не хочу это слово употреблять, спекуляции на эту тему неуместны вообще. К сожалению, это данность. Таково состояние нашей так называемой энергетической отрасли. Это случилось не сегодня, не один день. Нам надо ее любыми усилиями объективными поддерживать. Но наши граждане, плательщики за электроэнергию, как говорят, даже такую, должны поддержать. Иначе вообще ничего не будет. К сожалению, это правда. Иначе вообще ничего не будет. За последние годы уровень оплаты за потребленную электроэнергию физическими лицами, я употреблю здесь тоже этот термин, упал ниже критического уровня. И тут мы не можем обойтись без поддержки. Если мы все перестанем платить за потребляемую электроэнергию, тогда у нас вообще ничего не будет. Вообще ничего не будет. Средства, которые необходимы для покупки нужного количества, нужного объема электроэнергии, они в бюджете отсутствуют. Они отсутствовали и вчера, и позавчера, и будут отсутствовать и завтра, и послезавтра тоже. Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган доложила о том, что объем предоставляемой помощи по перетоку электроэнергии, рассчитанный на период с 1 января по 31 марта 2023 года, составляет 600 миллионов киловатт-часов. Однако при существующем росте потребления и этот объем не компенсирует фактическое потребление. Дефицит электроэнергии образуется в результате не только изношенности передающих сетей, но и в связи с острой нехваткой запаса воды в Джваском водохранилище, уровень которого существенно ниже критически допустимого, и с заметным ростом потребления электроэнергии в результате холодов. Поэтому введение ограничений является вынужденной мерой. Учитывая, что у нас среднесуточное потребление уже 6 января составляет более 11 миллионов киловатт-часов, среднесуточный объем поставок из Российской Федерации составляет 8 миллионов киловатт-часов. С Ингургэс мы получаем порядка 2–2,5 киловатт-часов. Соответственно, возникает разрыв, который необходимо урегулировать путем введения тех ограничений, которые Черноморэнерго вынуждена сейчас вводить, для того, чтобы мы могли потребить тот объем, который нам предоставляет Российская Федерация в рамках социальной поставки без финансовых обязательств. Конечно, это очень крайне тяжелая мера, но она вынужденная мера. Мы прилагали максимум усилий для того, чтобы получить данный объем. И, конечно, в данной ситуации необходимо отметить, что уровень потребления в республике ежегодно растет, и, к сожалению, состояние энергосистемы, пропускные возможности и мощности на подстанциях не соответствуют тем потребностям, которые сегодня фактически формируются у потребителей. Это вторая причина, по которой необходимо также вводить ограничения именно в пиковые периоды нагрузок, потому что первое, как я сказала, это лимит электроэнергии, который предоставлен. Второе – это дефицит мощности и перегрузы в системе в пиковые часы. Поэтому этот период сложный, нам придется применять такие меры, и они, соответственно, будут применяться, исходя из складывающейся текущей ситуации. Если погодные условия будут меняться, возможны послабления, но, скорее всего, такая схема работы в зимний период будет сохраняться.
Вместе с тем, как отметила Кристина Озган, общей проблемой остается низкая собираемость абонентской платы при фактическом отсутствии приборов индивидуального объективного учета расхода электроэнергии потребителями. Обеспеченность ими не превышает 20% от общего числа частных абонентов сетей. По информации Кристины Озган, в настоящее время ремонтные работы на подстанции Ачугара продолжаются и должны быть завершены в ближайшее время. Работы идут. Основная часть работ по замене провода и устранению дефектов, которые были выявлены в рамках ранее проводимого ремонта, устраняются. Сейчас должны приступить к работам по грозотросу. Соответственно, с учетом того, что у нас сейчас временной коридор позволяет проводить эти работы качественно, надеемся, что Черноморэнерго данную задачу выполнит. Без наличия финансов у Черноморэнерго фактически отсутствует возможность хотя бы поддержания в менее низком аварийном состоянии объекты энергоснабжения республики. Я уже не говорю о том, что мы не в состоянии проводить за свои деньги модернизацию электросетевого хозяйства. И в данной ситуации, конечно, призывы не платить за электроэнергию, на мой взгляд, они не должны звучать в таком контексте, потому что иначе у нас вообще не будет электроэнергии. Премьер-министр поручил держать под особым контролем и ремонтные работы, и в целом комплекс мероприятий, направленных на изменение ситуации в энергосистеме страны. Надо платить, при всем при том, что проблем очень много, отсутствуют счетчики, это отдельная тема, мы этой темой занимаемся и обязательно придем к положительному результату. Без приобретения и установки счетчиков наладить системную работу по взиманию средств, конечно же, невозможно. Но это большие суммы, тут мы будем работать в плане получения кредита, необходимого для организации всей этой работы. И бюджетные деньги будут использованы. Вот это правда. Все остальное это выдумки, это досужие разговоры, и порой разговоры очень вредны для общественного сознания. Держите это на контроле, Кристина Константиновна, информируйте регулярно. Вице-премьер-министр финансов Владимир Делба проинформировал об исполнении государственного бюджета за 2022 год. Исполнение составило по доходам в сумме 13,7 миллиардов рублей, а по расходам 13,3 миллиарда рублей. По отношению к поступлениям доходов в государственный бюджет в 2021 году рост составил 2,2 миллиарда рублей. Владимир Делба обратил внимание, что особенно отмечается увеличение поступлений собственных доходов, которые в 2022 году сложились на уровне 8 миллиардов рублей, на 1,3 миллиарда рублей больше от предусмотренных параметров. Рост собственных доходов государственного бюджета по сравнению с 2021 годом составляет 1,5 миллиарда рублей. В разрезе бюджетной системы республиканский бюджет исполнен по доходам в объеме 10,6 миллиардов рублей или с превышением над предусмотренными значениями в 0,9 миллиарда рублей. Соответственно, весь объем поступивших с превышением средств относится к поступлениям собственных доходов. Расходы республиканского бюджета сложились на уровне 10,4 миллиардов рублей. Вице-премьер-министр финансов отметил, что за счет средств республиканского бюджета в 2022 году реализованы 22 ведомственные программы из разных мероприятий на сумму 1,1 миллиард рублей. В прошедшем году на основании решений президента Республики Абхазия за счет средств республиканского бюджета на оказание социальной поддержки граждан, лечение, обучение, адресная материальная помощь было направлено 223,6 миллиона рублей. Получателями такой помощи стали 1924 человека. На реализацию мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий было направлено 295,2 миллионов рублей. Компенсационные выплаты получили 1243 человека на сумму 166,5 миллионов рублей. На ремонтно-восстановительные работы было направлено 128,7 миллионов рублей. В 2022 году на 75 объектах разного назначения за счет собственных средств республиканского бюджета проводились ремонтно-восстановительные работы на сумму 300 миллионов рублей, а на оказание финансовой поддержки местным бюджетом было направлено 1,6 миллиарда рублей. Владимир Делба проинформировал участников совещания, что высокие показатели по исполнению местных бюджетов сложились и во всех районах республики, а также во всех бюджетных государственных внебюджетных фондов с превышением предусмотренных на 2022 год параметров. Завершая совещание, премьер-министр Александр Анкваб указал на необходимость выдерживать наметившуюся тенденцию и не ослаблять контроль над расходованием бюджетных средств с тем, чтобы добиться большей эффективности в реализации намеченных правительством программ.
Альга Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.